Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня мы продолжаем изучать повесть Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Сегодня мы поговорим об особенностях сюжета. Сегодня на уроке вы сможете понимать художественные произведения в деталях. Также мы продолжим анализировать эпизоды, которые имеются в этом произведении. Это история о простых людях, которые переживают и минуты счастья, и трагедию своей жизни. Сюжет повести показывает, что счастье для каждого человека свое, и что иногда скрывается в малом и обычном. Вся жизнь главного героя связана с философской мыслью всего цикла. В комнате Самсона Вырина находится много картинок из известной притчи о блудном сыне, которые помогают не только понять содержание всей повести, но и его идею. Он ждал, что его Дуня вернется к нему, а девушка все не возвращалась. Отец прекрасно понимал, что его дочь не нужна тому, кто увез ее из семьи. Повествование в произведении идет от лица титулярного советника, который знал и Дуню, и ее отца. Всего в повести несколько основных героев: рассказчик, Дуня, Самсон Вырин и Минский. Рассказчик несколько раз проезжал в этих местах и пил чай в доме у смотрителя, любуясь его дочкой. По его словам, всю эту трагическую историю он поведал сам Вырин. Завязка всей трагической истории происходит в момент, когда Дуня тайно убегает из дома с гусаром. Видение рассказчика помогает Пушкину поддерживать в повести атмосферу недоумения, ведь посторонний взгляд не всегда может выявить истинные события и мотивы. Эффект неожиданности проявляется и в ключевых сценах произведения. Вспомните, пожалуйста, эпизод, связанный с приездом рассказчика на станцию. Внимание повествователя привлекает изображение сцен из библейского сюжета о блудном сыне на стенах комнаты. Как вы думаете, с какой целью так подробно рассказчик останавливается на этих изображениях? Автор называет изображения картинками не случайно. Жизненное представление Самсона Вырина словно застывает вокруг этих картинок, воспроизводящих события из библейской притчи. И на все случившееся с Дуней смотрит сквозь призму увиденного. Мрачное пророчество подсказывает Вырину, что с его дочерью должно произойти несчастье. Она будет обманута и брошена Минским. Финал и трагичен, и счастлив одновременно. Все оказывается не так, как предсказывала библейская история. Бедный смотритель умирает, Дуня же счастлива с Минским. Однако счастье не усмиряет горе Дуни. Дуня приезжает на могилу отца и горько сожалеет о слишком позднем покаянии. Давайте мы проведем небольшое сравнение двух этих произведений: притчу о блудном сыне и повесть Пушкина «Станционный смотритель». Какие у них сходства и что у них общего? Итак, притча о блудном сыне идет история именно о самом блудном сыне. Автора нет. Блудный сын покаялся, получил прощение от отца. Финал этой притчи заканчивается тем, что сын возвращается домой. Повесть «Станционный смотритель». История о Самсоне Вырине, главный герой. Автором является Александр Сергеевич Пушкин. Встречи невозможно, покаяния и прощения нет, то есть Дуня не сожалеет о содеянном. Но поздно понимает она, что совершила глупую ошибку. Дуня
бы не вернулась тогда, когда отец был жив. Побывала на могиле отца. Позднее покаяние. Что общего? Уход из дома детей. Как и в притчах, так и в станционном смотрителе дети уходят из дома. И главная идея двух произведений – все прощения родителями своих детей. Можно сделать такой вывод, что родители всегда умеют прощать любую ошибку, любую глупость своих детей. То есть мы должны понимать, что родители не вечны. Мы должны их уважать, мы должны их ценить, мы должны их понимать. Уважайте, пожалуйста, своих родителей, потому что каждая ваша глупость может обернуться вам иначе. Для самостоятельной работы предлагаю вам прочитать еще раз повесть «Станционный смотритель». И второе задание. Сочините рассказ на тему истории дочери станционного смотрителя, рассказанное ею самой. На этом наш урок завершен. До свидания.